Якутске в последние годы набирает обороты успешный и уникальный опыт по созданию эффективной системы сетевого взаимодействия образовательных организаций, направленный на реализацию качества дошкольного образования и эффективную реализацию требований образовательных стандартов, сетевые инновационные объединения. СИО. Ключевой идеей создания СИО по шахматному образованию дошкольников явилась задача оказания практической помощи педагогическим коллективам дошкольных учреждений в разработке модели методической работы и планирования по шахматному образованию дошкольников, включающие создание развивающей предметно-пространственной среды в детском саду, координирование педагогического взаимодействия, организацию различных видов детской деятельности интеллектуальной направленности, популяризацию шахматной игры у родителей. Инициатором создания СИО и его координационным центром стал детский сад номер 89 «Парус». В состав СИО вошли детские сады, обладающие организационным, интеллектуальным, кадровым и финансовыми ресурсами. Взаимодействие между вышеописанными уровнями осуществляется за счет сетевого договора, сетевого проекта, сетевых конкурсов и сетевого профессионального обучения. Ключевой идеей создания в 2016 году сетевого объединения явилась задача оказания практической помощи педагогическим коллективам дошкольных учреждений в разработке модели методической работы и планирования по шахматному образованию дошкольников. В состав объединения вошли следующие детские сады. Детский сад номер 89 «Парус», детский сад 21 «Кенчели», детский сад 51 «Кескиль», детский сад номер 20 «Надежда», которые обладают организационным, интеллектуальным, кадровым и финансовыми ресурсами. Взаимодействие между ними осуществляется за счет сетевого договора, сетевого проекта и обучения. Ежегодно проводятся методические семинары как для педагогов-участников СИО, так и для всех заинтересованных коллег с детских садов и школ города и республики. В качестве основной образовательной программы участниками был единодушно выбран курс Сухина Игоря Георгиевича «Шахматы детям». Большим достижением мы считаем, что в этих садах созданы оснащенные и оборудованные шахматные кабинеты. Анализ имеющегося у каждого участника потенциала, совместное обсуждение целей и задач, прогнозируемых результатов деятельности СИО позволили разработать паспорт СИО и дорожную карту. В качестве основной образовательной программы участниками СИО был единодушно выбран курс Игоря Георгиевича Сухина «Шахматы в школе», обеспечивающий почти стопроцентную положительную мотивацию. Принципиальной позицией и приоритетными формами работы с детьми при освоении шахматного курса для нас стали не турниры и шахматные состязания, а специально созданные условия и специфические виды детской деятельности, в процессе которых незаметно обыгрываются учебные задания, создаются игровые ситуации. Ребенок обучается играть в шахматы незаметно, радостно и с удовольствием, как на занятиях кружка, так и в течение дня в своей группе. Таким образом, актуальной задачей стало создание в каждой группе развивающей шахматной среды, внутри которой девочки и мальчики проводят время за любимыми играми, шахматами и упражнениями. В первую очередь, для обеспечения теоретической и практической готовности воспитателей детского сада основное внимание было уделено профессиональной компетентности педагогов. Так, в 2016 году по нашему приглашению в Якутск прибыл Игорь Георгиевич Сухин, популяризатор шахмат и автор сотни книг по шахматам, изданных миллионными тиражами в России и за рубежом. Эти курсы прошли 35 педагогов, которые практически впервые познакомились с авторским федеральным курсом «Шахматы в школе». Игорь Георгиевич, определяя цели и задачи педагогов, рекомендовал уделять внимание на инновационность и научное обоснование шахмат как учебной дисциплины, позволяющей древней и мудрой игре стать полноценным и полноправным предметом системы образования. В 2019 и 2020 году еще 31 человек на базе ресурсного центра прошли курсы под руководством Аксеновой Ирины Ермаковны, тьютера по шахматному образованию МАН. Основное внимание было уделено освоению педагогами шахматно-задачной технологии развития способности детей действовать в уме. С
С целью тиражирования инновационного опыта СИО ежегодно проводит методические семинары как для педагогов-участников СИО, так и для всех заинтересованных коллег с детских садов и школ города и республики. Перед руководством детских садов участников СИО была поставлена задача организация в образовательном пространстве ДО предметной шахматной игровой среды, адекватной современным требованиям. В очень короткие сроки были оборудованы специальные учебно-игровые пространства, кабинеты, классы, холлы, а в каждой группе центры шахмат. Условия созданы, значит вперед! Нашим деткам очень полюбились тематические шахматные недели. Целыми днями дети находятся в волшебной, черно-белой стране шахмат, в процессе которых дети в специфических видах детской деятельности шаг за шагом осваивают игру. Тематическая неделя шахмат традиционно завершается шахматным турниром, литературно-музыкальным развлечением. В нашем детском саду занятия по шахматному обучению проводятся в шахматных уголках. Воспитатели стараются создать в этих центрах условия, в которых у детей появляется возможность действовать свободно и самостоятельно. На утреннем сборе создаются условия для осознанного выбора детей, где, чем и с кем они будут заниматься. При таком подходе дети с удовольствием идут познавать мир шахмат. В центрах активности подбираются разнообразные материалы, которые дети могут использовать, проявляя свое творчество. Например, в центре литературы используются формы, вызывающие особый интерес у детей. Это чтение шахматной сказки, разгадывание загадок, разгадывание кроссвордов, заучивание стихотворений о шахматных фигурах. В центре грамотности и речи для закрепления словарной работы играют словесно-дидактические игры. В центре математики и манипулятивных игр дети играют в большой прыжок. Разложив геометрических фигур горизонталь, вертикаль, диагональ. Играют шахматный почтальон, это расстановка фигур по адресам. Сколько фигур на белом и на темном полях. Лабиринты в шахматной доске, в процессе которых у детей зарождается логическое мышление, воспитывается усидчивость, внимательность, вдумчивость и целеустремленность. В центре художественных творчеств с помощью картонных шаблонов, раскрасок, аппликаций и лепки дети закрепляют специфические формы и величины шахматных фигур, изготавливают различные композиции. На таких занятиях мы детям помогаем, ненавязчиво намекаем, подсказываем, поддерживаем и хвалим их. Когда дети занимаются по собственному выбору и желанию, тема лучше усваивается и надолго запоминается. К слову, на одном из городских семинаров Анна Петровна Иннокентьева представила свой опыт, который очень воодушевил коллег. Эта новая форма занятий по теме «Ценность шахматных фигур» для многих воспитателей стала совершенно неожиданной. Пособие для занятия было представлено на республиканском конкурсе выставки авторских развивающих игр и методических пособий по шахматам в 2021 году. А особенно детям нравится исполнять шахматные миниатюры и инсценировки. Так, юные шахматисты со своими родителями радуются уже традиционным выставкам и вернисажам творческих работ. Там клетки черно-белые, чудес и тайн полны, на которых царит атмосфера творчества и фантазии по шахматной тематике. Данилов Михаил Петрович, педагог дополнительного образования «Парус», постоянно ищет новые и интересные приемы на пути малышей к шахматному Олимпу. Интересен его опыт по теме «Игра в шахматы с использованием смарт-ноутбук». Удержать группу детей 5-6 лет за столом продолжительное время и одновременно обучать интеллектуальной игре в шахматы – это не так уж просто. Поэтому поиск новых путей ведения занятий для дошкольников стал для меня актуальной действительностью. Основным принципом обучения детей дошкольного возраста является наглядность, активность детей в усвоении и применении знаний. Поиск наиболее интересных путей привел меня к использованию интерактивной доски и разработке
разработки игр в программе Smart Notebook. Занятия с интерактивной доской помогают выполнять задания, позволяют проводить проверку знаний и создается единая база демонстрационных материалов для обучения детей. И сегодня дети вместе со мной в таких играх, как «Звездочки покажут вам дорожку», получают знания о секретах шахматной доски и имеют наглядное представление о ходах шахматных фигур. Также в таких играх, как «Пешки вперед», конные скачки, и чатуранга, ну и так далее. Ребята, значит, осваивают ходы фигур и учатся видеть тактику в шахматной игре. Шахматы прекрасно интегрируются с занятиями детей в мультистудии. Дети, постигая азы мультипликации, осваивают секреты игры. Мария Васильевна Корякина из детского сада «Надежда» – удивительный педагог. Не счесть числа детей и их родителей, которых она увлекла, заманила, перед которыми распахнула двери этой удивительной древней игры. Ее пример – это тот уникальный случай, когда сошлись талант, увлеченность, трудолюбие и творчество. И детский сад стал настоящим флагманом шахматного образования в городе. Конкурсы, олимпиады, турниры, конференции – это все есть в Надежде. Многие папы по инициативе Марии Васильевны вместе со своими детьми впервые сели за шахматную доску. Неоднократно педагогическое шахматное сообщество в городе и республике знакомилось с опытом Марии Васильевны по разработке рабочей тетради юного шахматиста. Всем известно, что успех и результат приходят к людям упорным, талантливым и преданным профессии. Молодой воспитатель Захарова Варсардана Егоровна из детского сада «Кискиль» считает, если ребенок плохо запоминает стихи, невнимателен, не умеет сосредотачиваться и ясно излагать свои мысли, справиться с этими сложностями помогут шахматы. Обучение игре в шахматы не самоцель. Ребенок, обучающийся этой игре, становится самокритичнее, привыкает самостоятельно думать, принимать решения, бороться до конца, не унывать при неудачах. Шахматы помогают гиперактивному малышу стать спокойнее, уравновешеннее, учат непоседу длительно сосредотачиваться на одном виде деятельности. Ежегодно 30 детей из Кискил познают секреты шахмат через различные авторские дидактические игры. Одна из таких игр – «Шахматное лото» была продемонстрирована Сарданой Егоровной на городском методическом семинаре и получила одобрение от коллег по сетевому взаимодействию. В детском саду Киншери работает шахматист-энтузиаст, заместитель заведующей по воспитательной работе Александра Васильевна Платонова, которая является соавтором электронного методического пособия «Первые шаги в шахматный мир», получившего широкое распространение по всей республике. Под ее руководством в саду активно внедряются инновационные методики шахматного образования малышей. Так, в последнее время стали востребованы различные игровые платформы, которые помогают поддерживать спортивную форму ребенка дистанционно, не позволяя снизиться его уровню игры. Детям и их родителям полюбился шахматный ресурс на платформе Lichess. На нем есть быстрые минутные 2, 3, 5-минутные партии, игры на 10 и 15 минут. К тому же есть функция создания турнира самому. В период карантина педагоги по шахматам проводили турниры между своими воспитанниками и родителями на данной онлайн-платформе. Малыши совместно со Светланой Егоровной Федотовой, педагогом дополнительного образования, учатся быть терпеливыми, усидчивыми, настойчивыми в достижении поставленной цели. Вырабатывают умение решать логические задачи в условиях дефицита времени. Становятся призерами, победителями. В 2018 году Пак Алена заняла 1 место, а Василий Тархан – 2 место в республиканском фестивале «Интеллектуальное будущее Якутии». Эверстов Костя – победитель республиканской шахматной олимпиады Игоря Георгиевича Сухина.
Черный и белый шоколад, шоколад. Черный лучший шоколад, Таким образом, деятельность нашего СИО позволила в рамках дошкольной организации обновить развивающуюся предметно-пространственную среду в группах и на территории дошкольной организации, сформировать позитивный имидж СИО в профессиональном сообществе города среди детей, развить их интеллектуальные способности, улучшить важные компоненты школьной готовности, развитие логического мышления, развитие пространственной ориентации на плоскости, повысить интерес детей к игре в шахматы, увеличить количество участников, победителей шахматных олимпиад, фестивалей, конкурсов по шахматному образованию. Среди родителей сделать первые шаги к созданию единого образовательного пространства дошкольного учреждения и семьи по шахматному образованию дошкольников, увеличить количество родителей, вовлеченных в совместные мероприятия по шахматной деятельности. Среди педагогов приобрести новый опыт работы по организации шахматной деятельности дошкольника, способствовать росту профессионального мастерства, сформировать понимание необходимости в развитии шахматного образования в городе, республике, разработать методические материалы и авторские игры по шахматному образованию детей, увеличить количество и качество творческих отчетов педагогов, публикаций, выступлений. Мы с удовольствием отмечаем постепенный рост количества детей, увлеченных шахматами. В 2021 году в детских садах города Якутска уже 45 педагогов играют в шахматы с 1812 воспитанниками детских садов нашего города. В рамках СИО изучаем опыт наших коллег из детских садов «Прометейчик», в котором уже 567 шахматистов, опыт детского сада «Кинчен» с охватом более 270 детей. Мы твердо убеждены, что использование механизмов сетевого взаимодействия позволяет каждому детскому саду выступать в новом качестве ответственного и активного партнера содержательного взаимодействия с различными организациями и коллегами из других ДО. Хотя сегодняшний состав СИО официально ограничен 4 детскими садами, различные формы участия и обобщения положительного опыта свидетельствуют о том, что сеть будет эффективно развиваться, в ее состав будут входить новые учреждения, новые участники увеличат ее потенциал и ресурс.